безопасность или условия обучения – это один из, наряду с такими важнейшими факторами, как учитель, учебник, такой же важный фактор для получения качественного образования. Поэтому сегодня, последние годы, строится очень много школ. Это как раз показатель, наверное, создания тех самых условий для того, чтобы наши дети учились в таких современных, скажем так, условиях. И очень важно, чтобы эти условия соответствовали определенным стандартам. Поэтому те вопросы, которые сегодня обсуждаются, они действительно очень важные. И нужно сказать, что безопасная образовательная среда, она является очень сложным и комплексным понятием. Я успела последние какие-то вопросы, обсуждения послушать, и очень радует, что мы сегодня вышли за рамки просто элементарного, допустим, строительства школы, да, и уже пошли дальше, психологическая безопасность, здоровье учителя, да. В начале года мы были в поездке с большой группой наших коллег в Финляндии. И я приехала, и одним из моих воспоминаний, впечатлений было то, что я поделилась с нашими коллегами. Я говорю, знаете, чувствуются очень здоровые учителя. Да? У них настроение даже другое. А я вспоминаю себя, когда я закончила институт, я пришла в школу работать, и где-то, наверное, в конце учебного года, я год отработала, как молодому специалисту, в наших школах же тоже, дедовщина, да? Как молодому учителю мне ставили урок, предположим, в начале дня рабочего, да, и где-то в конце. Я там все это время в окошко сидела в учительской, я помню, пожилая учительница зашла, уставшая, просто все было на лице написано. Зашла в учительскую, бросила эту кипу тетрадей, посмотрела на меня еще пока, скажем так, молодую, да, жизнерадостную еще пока, и сказала, уходи, пока тебя тут не засосал, потом ты уйти уже не сможешь, даже если захочешь. Я это вспоминаю, и, наверное, сегодня очень важно, что рассматривается в разных аспектах этот вопрос. В разных странах мира оно имеет, это понятие, конечно, различное содержание. Например, в России это понятие связано прежде всего с физической и психологической безопасностью. И очень много сегодня обсуждают, последняя моя поездка была, мы с Ларисой Юрьевной были тоже в Москве, и угроза терроризма, психологического давления на учащихся. В Америке, предположим, принято разделять задачи по построению безопасного учебного процесса и обеспечению безопасности самих учебных заведений. И в последнее время во всех странах мира в понятие безопасной среды стали включаться вопросы информационной безопасности. Мы все с вами пережили те ужасы первых дней нашего, по-моему, начала года, да, после Нового года. Статистику в Америке, например, свыше 57% учащихся в той или иной мере подвергались агрессии в виртуальном мире. В Канаде эта цифра составляет 34%. И в нашей стране уже такая, мне кажется, острая необходимость отслеживать уровень информационной безопасности детей. Планируется скоро встреча у нас с руководителями наших высших учебных заведений, и ряд встреч уже состоялись, и мы уже говорим о том, что даже в рамках программы «Тазаком», когда мы говорим о развитии IT-технологий, сегодня надо уже говорить о новых специальностях, скажем, даже специалистах по кибербезопасности. И в целом в Кыргызстане в последние годы, к сожалению, отмечается тенденция к ухудшению показателей здоровья детей школьного возраста. По статистике, к окончанию обучения более половины детей имеет какое-либо хроническое заболевание. И хотя мы все
часто жалуемся на нашу медицину. Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что около 50% факторов, влияющих на формирование здоровья, это социальные факторы, около 20% это экологические факторы, и только 10% это вклад медицинского обслуживания. Вот я недавно была в поездке в Аббатской области и в село Октябрьское, по-моему, школа-интернат. Я туда заехала совершенно неожиданно, мне было по пути, и я решила туда заехать. То есть никто не знал, что я туда заеду. Наверное, если бы они знали, повключали бы, наверное, все свои лампочки и все, что можно было, да, освещение было бы достаточное, скажем так. А вот я зашла в класс, вы знаете, наши дети сидят, вот полный класс, и дети сидят в полутьме, да. Во-первых, сама сторона теневая. И освещение, вот я даже не знаю, как это можно назвать, да, и бедные детки, вот они склонились, и вот они сидят вот так полдня, я так понимаю, все это время учебное, да. А вот какие дети из них потом вырастут? Это же мы будем виноваты в том, что эти дети, они, во-первых, сколиоз, зрение и все другие проблемы. А сколько времени наши дети проводят в школах? Если переложить вот все те данные, которые я выше назвала, на конкретные проблемы в системе образования, то мы получаем проблемы, связанные со школьной инфраструктурой. И вот очень много говорилось о программе «Безопасная школа», да? Да, «Безопасная школа». Это действительно очень интересная и важная программа. Она и сегодня у нас актуальна, потому что эта программа первый раз, очень честно, мы сказали, что около 80% наших школ не нуждаются либо в капитальном ремонте, либо в новом строительстве. Поэтому вот другие проблемы, которые сегодня есть, отсутствие во многих школах доступа к безопасной питьевой воде. Недавно, вот вы все помните случаи, когда отравились наши дети. Сколько случаев было, когда элементарно туалеты у нас находятся во дворе, и дети наши просто-напросто падали вот в эти выгребные ямы. В общем, стоят проблемы сегодня в целом по самому здоровью наших детей. Это очень действительно важные вопросы. Поэтому сегодня возникает вопрос в целом, как строить работу школы, минимизировать все негативные моменты, которые могут влиять на жизнь и здоровье детей, и обеспечить, чтобы наши выпускники все-таки вышли после школы, из стен школы здоровыми и готовыми к дальнейшей жизни. Поэтому вот этот проект по разработке и внедрению комплексного стандарта безопасности, который задаст минимальный набор требований к образовательной среде, он позволит разработать сегодня нам механизмы взаимодействия всех заинтересованных сторон, и госорганов, и органов местного самоуправления, школьных администраций, попечительских советов. И, конечно, это один из важнейших сегодня шагов, который будет обеспечивать решение всех тех задач, которые стоят перед нами. Поэтому была с нашей стороны инициатива, чтобы создана была соответствующая межведомственная рабочая группа. И мне хотелось бы поблагодарить всех организаторов сегодняшнего мероприятия, и инициаторов вообще данного проекта, поддержку вот Министерству образования, включая проведение этого стола, как вот меня сегодня информировали, оказывает проект развития механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды, реализуемый экологическим движением «Биом» и фондом имени Конрада Аденауэра. При поддержке Европейского Союза мне хотелось бы выразить огромную благодарность всем нашим партнерам за постоянную поддержку и за наше такое, мне кажется, очень продуктивное сотрудничество. Ну и пожелать нам всем такой плодотворной, конструктивной работы, и чтобы мы смогли в рамках этого проекта разработать очень важные для нас, для всех и для нашей страны, я хотела бы сказать, документы, то есть стандарты, по которым мы смогли бы дальше двигаться. Да? Спасибо.